Отправка паломников к святым местам Мекки и Медины продолжается. Пассажиры уже третьего рейса сдают багаж и проходят регистрацию. С совершением всех необходимых процедур перед вылетом особых проблем не возникает. Руслан Сагов давно мечтал совершить один из 5 столпов ислама. И вот, наконец, такая возможность выпала. На хадж он летит первый раз и не один, а с семьей. Мы будем просить там Всевышнего и о наших грехах, и о народе, и о нашей республике. Думаю, что мы будем просить, и наш голос будет услышан. Совершение хаджа для мусульман, безусловно, важная и ответственная миссия. Понять их радость нетрудно, ведь такая возможность выпадает не каждому. Тем более, когда летят прямым рейсом до Медины. هنزي دال أندلي دا أوجي دال نزلت حجر قابل خان يغدو عدد سجر دال قابل دوز بزن دال جو خدمة تجمي زيادة قم مدي سجر وخواش دالر وخر زدي سوالي شوات زدي سكان شوال يق ملود يخ شامبول جو خدمة تجي. Сотрудники таможенного поста в эти дни несут усиленную службу, стараясь обеспечить для паломников комфортные условия регистрации и быстрый пропуск через терминалы. Разрешенный вес багажа 25 килограмм на вылет, а привозить с собой обратно можно 50. Также паломники могут вывозить порядка 10 тысяч долларов в любой валюте без декларирования. Трудности возникают, но в любом случае все паломники ведут себя очень аккуратно, достойно. Особо таких проблем, которые нужно отметить, мы не встречаемся. Организация работы осуществляется сотрудниками Ингушского таможенного поста, Минераловодской таможни. У нас порядка 10 человек. После сдачи багажа паломники проходят в зал ожидания, а дальше их ждет посадка на воздушное судно. С минуты на минуту завершится посадка на рейс ЮТ-9035 Магас-Медина. На борту лайнера 248 паломников. Примерно в 23 часа по московскому времени они приземлятся в Саудовской Аравии. Последняя группа ингушских паломников вылетит в среду в 7:20 утра. Юсуп Гелисханов, Рамзан Миржоев, Новости 24.